не успеваем. Спасибо вам большое. Спасибо. И сейчас, коллеги, я знаю, что ко мне присоединяются молодые люди. Ваня, Даня, уступаю вам сцену. Спасибо большое, Спасибо. Саша. Еще раз подарим аплодисменты и Александре, и, конечно же, всем спикерам, которые еще пока только готовятся выступить на этой сцене. Аплодисменты, друзья! Давайте пободримся! Вот, хорошо. Итак, друзья, мы с вами продолжаем, и сейчас мы перенесемся в одно из красивейших мест, в один из красивейших уголков нашей страны. Ты знаешь, о каком регионе сейчас идет речь? Ну, догадываюсь. А ребята догадываются? Догадываетесь? Потому что когда мы озвучивали имя и фамилию этого спикера, здесь просто был шквал аплодисментов. И как раз таки сейчас мы перенесемся в этот удивительный, красивейший край. Внимание на экран! Глава Чеченской Республики, герой Российской Федерации Рамзан Кадыров. Рамзан Ахматович, здравствуйте. Здравствуйте. Как нас слышно? Добрый день, здравствуйте. Слышно хорошо. Замечательно. Ну что же, Рамзан Ахматович, в нашей студии здесь сотни ребят, среди них, кстати, финалисты первых просветительских игр. Они были как раз-таки в Чечне, проходили, и сейчас они прошли все этапы и находятся уже здесь, в Москве, и также готовы бороться за победу. А также нас смотрит многомиллионная аудитория в онлайне, в интернете, и они приготовили для вас свои вопросы. С вашего позволения, мы можем начинать? Ну, давайте, да, с удовольствием. Рамзан Ахматович, Постараюсь отвечать на ваши вопросы. Позвольте задать первый вопрос. Вот вы стали олицетворением образа героя и истинного патриота современной России. Что для вас значит любить Родину и само слово «Родина»? И насколько сейчас, в ситуации, которая происходит, нужно быть патриотом? Насколько это важно? Спасибо за вопрос. Действительно, да, он патриот, это слово патриот, это огромное значение имеет, да, он. Как я почувствовал, что это такое, да, он, я вам расскажу, да, он. Это было, да, он, вторая военная кампания. Нас некоторые, да, он, ну, Чеченской республики, население называли, да, он, предателями, шайтаны называли, да, он, а федералы называли, да, он, бандитами, да, он. И я подошел к своему отцу, да, он, и задал такой вопрос. Зачем нам это нужно, да, он? Население не понимает, федералы не понимают, зачем нам это нужно, да, давайте, да, он, вот, оставим все это. А мой отец, да, он, засмеялся и сказал, да, он, Рамзан, ты испугался, что ли, да, он? Я сказал, да, он, я не испугался, да, он. Он мне сказал, да, он, если хочешь, да, он, поехать куда-то, я помогу тебе, устрою на учебу в Москве или арабских странах. И после войны, если тебе не будет стыдно, да, он, вернешься обратно, да, он. Я понял тогда, что Родина это важнее всего, важнее, чем семья, личная жизнь.
Это, ну, и после этого я дал слово своему отцу, нашему первому президенту, что я буду служить и стану верным ему, его помощником и постараюсь сделать все для того, чтобы закончить войну Чеченской Республики и восстановить республику. Да, и мы так с ним договорились. И я после этого, да, всем говорю, да, патриот – это тот, кто любит свою родину, защищая свою родину, защищает семью, государство. Да. Поэтому мы сегодня должны все быть патриотами, да, потому что вокруг нашего государства мы видим, какая ситуация, и больше 40 государств против нашего государства. И ввели санкции, это санкции, да, не просто там ввели против кого-то, они ввели против всего российского народа. Поэтому они хотят уничтожить, вот есть солидарность, да, блокада, да, то же самое, голод, холод, и чтобы экономика разрушилась, и плюс рядом Украина, и там создавалось все условия для того, чтобы в последующем, да, если так не получится, да, через санкции разрушить, да, всяческими, да, направлениями. Поэтому сегодня каждый гражданин России должен быть патриотом. И еще я скажу, что мне очень много задают вопросы, да, а правда, что будет мобилизация, да, а я отвечаю, да, никто не должен объявлять мобилизацию, да, мы все должны мобилизироваться, да, и объединиться и стать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. И это и есть патриотизм. Спасибо большое. Спасибо. Рамзан Ахматович, с февраля 2000... Пожалуйста, аплодисменты, да. С февраля 2022 года для всей страны вы стали источником главной, эксклюзивной информации о том, как проходит специальная военная операция в Донбассе. Можно вас попросить рассказать о последних новостях, что сейчас там происходит, так сказать, вести с полей? Ну, на самом деле, вот, вначале мы видели, как все американские, европейские службы работали против нас. Они работали с СМИ против нас и в соцсетях. И столько мы видели фейков, что даже смешно было смотреть. А я начал показать истинную ситуацию, которая есть на самом деле на территории Луганска. И у меня это, я думаю, что хорошо получалось. Но на сегодня там проводят спецоперации, там наших ребят около 3000. И вчера они забрали несколько населенных пунктов. И сегодня вторая группа начинает проведение операции. Они потихоньку очищают Луганск и Донецк. Ситуация спокойная. Мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на все 100%. Ну, на начале были ошибки, я как, у меня есть практика войны, чуть-чуть, недоработки были, но сейчас сегодня 100%, мы идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов. Спасибо. Аплодисменты. Рамзан Ахматович, вы сами неоднократно выезжали в зону специальной военной операции. И вот вопрос. Что вам там на месте говорят наши ребята? Какой у них моральный дух? Какой настрой? Вот это
хороший вопрос. На самом деле ребята очень хотят участвовать в этой спецоперации, потому что это сатанизм. Если они победят, то можно сказать, что мир разрушится, бескультурие будет во всем мире, и они против религии, они против культуры, у них нет нравственности, и поэтому мусульман обязывает воевать против них, даже если нету приказа, ну, хвала Всевышнему, что есть приказ, что есть у нас возможность воевать против них. Вы же видели, как наши ребята воюют, какие у них улыбки на лицах, и как они с удовольствием уничтожают эту нечисть. Дух боевой, и добровольцев у нас десятки тысяч, и я думаю, что даже если российская армия не будет вмешиваться, вот для чеченских подразделений навести порядок там абсолютно не проблема. Спасибо. Аплодисменты. Еще один вопрос. При освобождении территории Донбасса мы получаем все больше свидетельств того, как неонацизм пустил свои корни на Украине. А на Западе старательно делают вид, что не замечают этого. Как вы считаете, почему такое стало возможным? Неужели мир не извлек уроков из Великой Отечественной и Второй мировой войны? Ну, на самом деле, я еще раз повторю, что у них ненависть к нашему государству, и они не хотят, чтобы мы были независимым, суверенным государством. И поэтому они все делают для того, чтобы разрушить наше государство, Южная Осетия, Грузия, там разные, Сирия, ну, после Чеченской республики, сколько было стараний для того, чтобы разрушить, для того, чтобы напугать российский народ, чтобы они стали против руководства государства, и чтобы они начали выходить, делать митинги и в поддержку западной политики. Но наш народ невозможно обмануть. Когда сложность появляется, все народы, несмотря на религиозные направления и национальные, объединяются и становятся на защиту нашего государства. Они извлекли уроки, но не могут прощать. Особенно вот мы видим, в Германии, руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Он ведет так, что даже я не понимаю, не как руководитель государства, ему не интересны мировые правила. И мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев, мы воюем против НАТО. НАТО их вооружает, Запад вооружает их наемники там. И поэтому нашему государству нелегко, но это очень хороший опыт. Мы докажем, что еще раз, что Россию нельзя победить. Вот тут громкие аплодисменты. И, конечно, хочется передать сейчас слово всем зрителям, потому что, я уверен, вопросов очень много. Ребята, приготовьтесь. Наши уважаемые волонтеры, пожалуйста, с микрофонами. Помогите нам. Ассаламу алейкум, добрый день. Я хотел бы поприветствовать вас, Рамзан Ахматович, Маршуэлла, Дал Алшуэлла. Я студент Сеченовского университета, Рахмаев Ислам. Рамзан Ахматович, вот по вашему мнению, можно ли сказать, что ситуация в Донбассе, на Украине является таким экзаменом на прочность для нашей великой многонациональной страны? И как его проходит Россия? Спасибо большое. Валикум салам. Маршуэлдон, далято вэлдон, мусульман дядон. Я только что сказал, что
Ну, украинская операция, это не то. Мы экзамен проходим. Вот сколько больше 30 государств входит в НАТО. И вокруг НАТО еще 20, по-моему, государств. И они все единогласно поддерживают политику Байдена. Байден диктует, хотя он сам ничего не соображает, его окружение диктует, и те выполняют все их поручения или указания. Поэтому для нас это большой экзамен, потому что мы воюем со всеми государствами, которые в объединенном формате, обеспеченном в военном направлении. У них и большие деньги, мы видим, сколько они отправляют денег, сколько вооружения в Украину. Вот, если сказать общем, экзамен, то операция, которую мы проводим против бандеровцев и нациков, вот это просто для нас мелочь. Если даже президент не дал бы приказ максимально сохранить население и города, то давно мы очистили бы Украину. Я имею в виду, это вооруженные силы, объединенные, и нам вообще в этом нет проблем. Поэтому экзамен, в общем экзамен, а так практика. Спасибо большое. Спасибо. Движемся дальше. Еще вопрос, пожалуйста, из зала. Ребята, кто готов? Рамзан Ахматович, здравствуйте. Меня зовут Владислава, я студентка финансового университета при правительстве Российской Федерации. На данный момент учусь в городе Москве, хотя сама родом с Северного Кавказа, из города Пятигорск. Скажите, пожалуйста, мой вопрос заключается в следующем. В нашем марафоне участвуют достаточно прославленные спортсмены Российской Федерации, которых отстранили от международных соревнований. Что бы вы могли им сказать и какие, на ваш взгляд, у них перспективы? Ну, что я скажу, когда против меня ввели санкции, я считал себя победителем. Они победители, я их поздравляю с победой, их боятся, их не пускают, поэтому у них же интерес поднять флаг России. Если они боятся, что наши могут выиграть и стараются, во все времена, исторически, если взять, то никогда спорт не было в политике, но сегодня это шизофрения, которая существует. Они сделали так, чтобы и использовать и против спорта тоже свои рычаги. Поэтому я думаю, что есть у нас регионы много, которые с нами дружат, и с ними можно проводить соревнования, придумать разные названия и дальше жить, пока мы полностью докажем всему миру, что мы правы, что нас невозможно сломить и поставить на колени. И это будет в ближайшем будущем. Они должны признать и извиниться, и снять все санкции против России и против всех. Это обязательно будет. Спасибо. Так, наверное, еще один вопрос из зала. Да, волонтеры, просим помощи. Здравствуйте, Рамзан Ахматович. Меня зовут Шевалькова Алина. Я представитель организации студентов-медиков и молодых врачей России. Запад, как известно, недавно ввел санкции против вас и вашей семьи. Скажите, как вы отреагировали на данную новость? Каковы последствия для вас и вашей семьи? И как вы думаете, какие цели преследует Запад, совершая подобного рода действия? Спасибо.
это же смешно, да, моя жена и замужние мои дочеря, да, никогда не участвовали в политике, да, нигде не работали, да, и все-таки, да, они, да, ввели против них санкции, да. Абсолютно нам было смешно, да, у меня 14 детей, да, остальные возмущались, почему против них ввели санкции, а против нас нет, да, и они даже призывали, да, ввести против них санкции, да. Это ерунда, это просто они хотят напугать нас со своими санкциями, да. Я боюсь санкций, да, Всевышнего, да, и санкций президента страны, остальное это все ерунда, да. Спасибо. Итак, еще вопросы зала, друзья. Я вижу, что рук очень много. Вот есть микрофончик, уже достиг своего героя. Здравствуйте, Рамзан Ахматович. Меня зовут Фатахудинова София. Я ученица школы 16 города Балашиха. Вызовы, сложности, испытания, они ведь открывают перед нами все новые и новые горизонты. А какие возможности появляются у каждого из нас сейчас и у всей страны? В чем вы их видите? Ну, я хочу сказать, что вы умные, талантливые, да, образованные, да, молодежь, вы должны строить наше государство, да. Вот я удивляюсь, когда чуть-чуть там что-то не так, да, когда уезжает из нашего государства, да, даже артисты, врачи устраивают там в разных, да, клиниках на работу, да. Мы же не перелетные птицы, да. У нас своя родина, да, и мы должны, да, строить здесь самые лучшие условия, да. Если умные, да, образованные, талантливые люди будут делать все для того, чтобы сделать лучше, да, наше государство и лучшие условия для населения, это будет самым, да, правильным решением. Спасибо. Спасибо. Вопросы из зала еще? Так, у нас готов следующий вопрос. Пожалуйста, главное, чтобы там был микрофон в руках у человека. Да. Здравствуйте, Рамзан Ахматович. Меня зовут Воробьева Екатерина, и я хочу спросить у вас, как вы считаете, что объединяет наш народ в такую трудную минуту? Может быть, наши общие ценности или наша культура? Ну, на сегодняшний день, да, нас объединяет наш президент, его правильная политика, его искренность, истинное служение нашему государству и народу, да. И то, что он принимает правильные решения, да. Вначале, да, некоторые не понимают, но в последующем всегда это бывает самое правильное решение, да. Что касается и Сирии, и другие, да, направления. Поэтому нас сегодня объединяет, да, наш, да, дорогой президент Владимир Путин, и мы все, да, должны объединиться вокруг президента и выполнить его все поставленные задачи и на высшем уровне, да. Спасибо. Спасибо. Так, и уделим еще немножечко времени вопросам из зала, пожалуйста. Здравствуйте, Рамзан Ахматович. Ассаламу алейкум. Я финалист просветительских игр Визаев Асхаб с Чеченской Республики. У меня есть к вам вопрос, но перед этим я бы хотел сказать несколько слов. Я очень горд, что представляю Чеченскую Республику. Я горд, что вы глава нашей республики, так как понимаю, через что вы прошли и какую роль сыграли в жизни большинства населения нашей республики. Как вы считаете, какая была самая ваша большая ошибка и самое большое разочарование? Ведь жизнь не состоит из одних побед. Валикум салам, Марфова. На самом деле это очень сложный вопрос, но
Если взять личной жизни, касающей себя, у меня были ошибки, в касающей политики, управления, служения народу, у меня таких ошибок не было, были недоработки, но я думаю всегда, если 90, 6, 7, 8 годах, я мыслил бы, как сегодня, и знал бы ситуацию, как сегодня. Я уничтожил бы Басаева, Хаттаба и остальных. У меня тогда была возможность. И вторая военная кампания не была бы. Вот это моя большая ошибка, что у меня не хватило ума и видения на это. А так я не считаю, что у меня большие ошибки, потому что наш регион всегда лидирует во всех направлениях, и народ живет, и поддерживает полностью руководство республики и государства. И ошибки мои, оценки должны давать народ, население. А так такого, чтобы я сделал, я не понимаю, не знаю. Спасибо. Рамзан Ахматович. Еще вопрос из зала. Здравствуйте, меня зовут Пятакова Мария, я ученица 10 класса МБО школы номер 3 городского округа Балашиха. И у меня такой вопрос. Мы посмотрели перед вашим выступлением прекрасный видеоролик о городе Грозный и поняли что Грозный – это просто невероятно красивый город. Он стал символом мира и сплочения страны, а туристический поток в нем просто постоянно растет. У вас есть любимые места, и что бы вы посоветовали человеку, приехавшему в Грозный впервые, посетить, обязательно? Спасибо. У меня любимое место – это Биной. А так, у нас очень интересные места. У нас есть крепости, которые, которым 1500 лет, 1600 лет. У нас селение наше, откуда мы все родом, там есть кладбище, вот мы проводим обследование, я думаю, специалисты говорят, они самые старые кладбища в России, поэтому кому интересна история, есть места, которые хочет посмотреть новые объекты, новые места тоже у нас есть в Грозном, Гудермесе, Шалях, там и религиозные направления, и культурные направления, музеи, там, все есть у нас для туриста, чтобы он мог приехать, отдохнуть, посмотреть и почувствовать, что на самом деле представляет чеченский народ. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, друзья. Я предлагаю сейчас уделить время все-таки нашим онлайн-зрителям, тем, кто смотрит нас в интернете, следит, и они тоже подготовили вопросы. Поэтому сейчас мы с Данилой будем озвучивать вопросы из онлайн. Пожалуйста, кто или что сейчас главный враг для России? По вашему мнению, откуда для нашей страны надвигается наибольшая угроза? Сатанизм. Самый главный враг для нашего государства – это сатанизм. И они делают все для того, чтобы нас расчленить и убить нашу культуру, полностью разрушить, чтобы мы забыли свою историю, своих героев. Мы же видим на Украине, как они сносят памятники в других местах. Вот в Польше посол, как они поступили с послом. Это нечеловеческие выходки, это сатанизм. Поэтому наш президент однозначно ведет правильную политику,
и не дает у нас развивать эти направления. Поэтому я очень благодарен нашему президенту, Дон. Спасибо ему отдельно за это. Спасибо Артему Ильинскому за вопрос и Рамзан Ахматович вам за ответ. Ну и уже следует традиции, будем чередовать вопросы из онлайна и вопросы из зала. Поэтому сейчас снова вопрос из нашего прекрасного зала здесь, в павильоне на ВДНХ. Ребята, у кого микрофон в руках, озвучивайте. Добрый день, Рамзан Ахматович. Меня зовут Беляев Арсений. Я представляю РГУ имени Косыгина, а именно текстильный институт. Но вопрос у меня более из социальной информационной сферы. Вы один из российских политиков, который первым завел Инстаграм, и там были достаточно популярными. На данный момент у вас в Телеграме 2 с лишним миллиона подписчиков. Вот. И исходя из этого вопрос, как вы думаете, насколько важно, чтобы политики такого уровня, как вы, использовали такой вид коммуникации с аудиторией, обществом и более молодым поколением? Спасибо. Ну, на самом деле, соцсети, я использую для того, чтобы общаться с населением, быть ближе, узнать их проблемы, чем они живут, ну, в Инстаграме меня, блокируют, американцы, потому что у меня больше было подписчиков американцев, и им не нравилось, как я веду Инстаграм и показываю, их вранье, на самом реальности, в политике президента, политике нашего государства. И исходя из этого они ввели против меня санкции и заблокировали. Ну, я сейчас нахожусь в разных других соцсетях, но я лично сам общаюсь, отвечаю, и стараюсь быть ближе к народу. Сложные вопросы, которые задают, сразу принимаю решение, даю в поручение министерствам, ведомствам, чтобы они сразу реагировали. А так некоторые соцсети используют для разврата, для, не знаю, даже смотреть, страшно и неудобно бывает, когда кто-то ведет Инстаграм и вообще смысла этого нету. Для меня соцсети — это общение с населением. Спасибо. Так, и у нас следующий вопрос будет от наших интернет-зрителей из онлайна. Сейчас, секундочку, выведет на экран, чтобы смог его озвучить. Вопрос следующий. На кого вы сами подписаны в социальных сетях и обязательно читаете? Вот такой вопрос у нас в онлайне и как раз-таки продолжает тему предыдущего вопроса. Ну, я особо не читаю, что они пишут, Инстаграм, в соцсетях. У меня пресс-служба каждое утро приносит то, что происходило за сутки. И утром, вечером читаю то, что мне приносит пресс-служба. И так легче бывает. И удобно даже. Спасибо. А следующий вопрос будет из зала. Волонтеры, просьба помочь. Итак, ребята, у кого в руках микрофон, вот, пожалуйста, используйте его по назначению, озвучивайте свой вопрос, дальше помогут его включить. Итак, все готово, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Миренкова Мария Дмитриевна. Рамазан Ахматович, у меня вопрос. Вы иногда выкладываете видео, где сами сидите за рулем автомобиля. Вы любите машины, и чем вы занимаетесь в свое свободное время?
Я больше люблю лошадей, Дон, а за рулем я больше себе доверяю, Дон. Я раньше, когда был молодым, любил машины, Дон, было интересно, Дон, а сейчас больше я люблю лошадей и с ними провожу свободное время и получаю энергетику и успокоение, Дон. Спасибо большое. И следующий вопрос вновь из онлайна. Порекомендуйте книги, которые, по вашему мнению, должен прочесть каждый. У нас есть вице-премьер Джамбулат Умаров. Вот его книги надо, я думаю, что читать, то он современной молодежи, то он современной молодежи будет интересно, да. Спасибо большое. Это Ирина Куприна задала этот вопрос. Спасибо большое. Это всем нашим зрителям в онлайне тоже огромное спасибо, потому что это действительно многомиллионная аудитория и очень много вопросов как раз-таки в онлайне, поэтому предлагаю сейчас чуть-чуть больше времени уделить как раз-таки интернету. Зинаида Ершова задает следующий вопрос. Вы строгий папа? Как вас называют ваши дети? На самом деле я никогда детей не ругал, да. И у нас отношения, да, такие, да, вертикаль власти, да, семейные, да, мы очень соблюдаем. Поэтому мои дети, да, не считают меня строгим, да, они всегда благодарят меня, что я такой, да, отзывчивый, да, он, и всегда стараюсь, да, он, быть, да, он, с ними, да, он, равных, да, он, как скажем, общении, а если общем, да, он, то отец и дети должны знать друг друга, да, он, взаимоуважение должно быть, да, он. И мои дети, меня, первая моя дочка, Айшат, да, он, назвала Нанат, да, он. Она не могла сказать Рамзан, и она сказала Нанат, после этого это пошло, да, он. Все дети называют так Нанат, Нанат, Нанат. Спасибо. И вновь обратимся к онлайну, потому что очень-очень там чат разрывается от вопросов. Егор Блинов написал: а на кого следует равняться детям? С кого брать пример? У кого учиться молодому поколению? Ну, у нас есть президент, верховный главнокомандующий, да, он пример во всем, да, он. Поэтому я стараюсь равняться нашему президенту и всем советую, да, он. Он уникальный человек, очень умный, образованный. Он не просто управляет государством, он знает, да, он, все, что происходит на территории Российской Федерации. Когда бывает встреча у меня с президентом, и я всегда волнуюсь, он задает вопрос, называет какое-то село, которое я, да, он, даже имя забывает, да, он, и называет, и говорит, там какие-то проблемы, да, он, существуют. И поэтому, когда ты идешь к президенту, да, он, ты должен очень сильно готовиться, чтобы не подвести, да, он, себя, да, он. Поэтому президент, да, он полностью владеет ситуацией, да, он, у президента сегодня, да, он, большое доверие от народа, да, он, ну, специалисты, там, как о вопросах говорят 80%, я думаю, что за 90% у него сегодня, да, он, доверие, да, он, и поэтому мы должны равняться нашему президенту. Спасибо. Рамзан Ахматович, в завершении нашего диалога я очень попрошу вас дать совет нашим зрителям, а именно девчонкам и мальчишкам, что им самим нужно сделать, к чему стремиться, каких целей добиваться, чтобы вырасти достойным человеком. Ну, на самом деле,
самое главное – это семья, родители, братья, сестры. И в первую очередь мы должны сохранить, укрепить семейный институт. И только тогда у нас получится сильное государство. Как принято у нас с возрастом, родители оставляют дома престарелых, и они забывают, что в последующем они тоже могут попасть туда. И мы должны делать все для того, чтобы у нас не было дома для престарелых, чтобы мы ухаживали за своими родителями, бабушками, дедушками. Это бесплатный, хороший институт. И в последующем учиться и бороться за достойную жизнь. За достойную жизнь бороться надо достойно, и у него должен быть характер, и он не должен сдаваться, и не должен смотреть, где лучше ему будет. И он должен сделать так, чтобы где он, там стало лучше, чем в других местах. Только тогда у нас будет сильная молодежь и больше будет патриотизма. Спасибо. Спасибо большое за ваши ценные советы, за те знания, которые вы подарили всем нашим зрителям. И, конечно, призываю сейчас к благодарности нашему гостю, спикеру форума Рамзану Ахматовичу. Друзья, поблагодарим все вместе, потому что то, что мы сейчас услышали, я уверен, даст импульс к самому позитивному изменению. Рамзан Ахматович, спасибо большое. Спасибо. Еще раз вместе, друзья, поблагодарим. Глава Чеченской Республики, Герой Российской Федерации Рамзан Кадыров.